Ну, видимо, вот это посмотрели этот фильм «Слово пацана». Да. Сын позвонил: папа, это что, правда? Неужели? А ты был в Казани? Там же еще были братья Карпенко тогда. Там был Три Коля брата. Карпенков, мой сосед. Тот самый? Было криминальным авторитетом. Привезли к нам на студию. Бабок у них нет. Сейчас его к батарее здесь пока пристегну. Есть три столпа русской культуры. «Брат 2», «Бригада» и вот «Слово пацана». Эротические шоу, собачьи бои, тотализатор, где дрались кикбоксеры. Что это вообще было? Вот как объяснить, что такое смотрящий по Беларуси? Это касса. Все остальное формальности. Щавлик, наш смотрящий, решил взять под контроль Торгэкспо. Нужно было все время кого-то унижать, чтобы нам было приятно. Потом уже ко мне приехали в галерею чеченцы, и я там летал по коридору. Беспредельщик. Был период рубок этих массовых. Танзал на танзал, район на район. Построили Зеленый Луг 5, с Зеленого Луга все пошли бомбить Зеленый Луг 5, 6. А опять это вся хрень. Партизан ходил в шапочке Adidas, в красной мастерке на спине СССР. Это была зачистка, как бы чтобы освободить поле для игроков Посерьезнее. уже, да, посерьезнее. Владимирский, как говорится, Централ, ветер северный. Когда я заканчивал школу, точнее даже когда не заканчивал, когда меня принимали в пионеры, меня принимали вместе с еще 5 маленькими будущими пионерами-комсомольцами. Когда я заканчивал школу, на свободе остался один я из них, из всех. У меня было очень много в те годы друзей уголовников. Прошли годы, наступил 20-й. Теперь у меня еще больше друзей уголовников, с которыми я общаюсь иногда практически каждый день. Так вот, это то, о чем я хотел бы тут с некоторыми нашими пацанами перетереть. Чтобы мы как-то разобрались, как у нас вот это трансформировалось из 80-х до 20-х наше общество. Уголовное наше общество. Белорусское уголовное общество. Еда у нас по этому случаю сегодня незатейливая. Суп из картофана и лука-порея. Суп-пюре вкусный, несложный, приятный в прохладную погоду. И мой первый гость, человек, которого я знаю приблизительно, да, наверное, лет 30. Страшно думать. Женя Калмыков. Вечер в хату. Вечер в хату. Ну что? Ты как? Чего сам? Я бы выпил грамм 50. Вот, двери с лимончиком. То есть... На встречу. Добрый вечер. Ты вот, когда ты школу заканчивал? Я 67-го года, ну, соответственно. соответственно. Там, 83, что-то там, третий. А какой район? Вообще с Велозавода сам. Правильно, хорошее место. А потом Зеленый Луг 6. А я из Мирошниченко. Зеленого Луга. Скажу тебе... Кабана знаешь? Да. Знал? Наверное, уже отгулял кабанчик свое. Да. Знаешь, как мы там можем перечислять вот эти вот погоняла какими-то, по-моему, там какими-то списками, да? Потому что это же были наши, как это, герои? Ну да. Ну, абсолютно. А ты как с ними общался? Слушай, а нож ты мне зачем поклал? Я буду что-нибудь нарезать Ты будешь вообще? нарезать лук-порей, Так. ты отрежаешь вот эту попку и вот так белую часть. Насколько тонко? На сколько? На тонках. Это пойдет в суп. Поэтому потом будет блендериться, поэтому как бы...
Вот, ну на велозаводе нельзя было их не знать, и даже фрагменты биографии, потому что ты идешь на тракторный. Подожди, а там же еще были братья Карпенко тогда, вот которые Геннадий Карпенко. У них Там было был 3 Коля брата. Карпенков, мой сосед, Тот самый? друг детства. Так вот, если ты не знаешь этих погонял, то плохо тебе будет на тракторе. То, в принципе, да, там как бы не с чем будет. Да. Это у вас и корчи там были, да? Нет, там корчи площадка. это челюскинцы в корче. Нет, ну доски. Доски не, у нас просто был велозавод, у нас ни одного культурного заведения на районе не было. Ну вот Фотостудия. я тебе скажу, что из моего, это где-то там начало 80-х. Это типа, я ж Танзал Вильнюс. Так. И- Так ты про Зеленый луг. Да. Ну, Вильнюс знаю хорошо. Да, да. Вильнюс. И вот Танзал Вильнюс, и мы оттуда ходили на доски биться. 100 на 100, там типа 50 на 50. Цепи, палки, всякая лабуда. Как мы все выжили, я не очень понимаю, правда. Ну. Не, слушай, ну у нас лайтово было. Мне, кстати, этот... А у вас там всяких смотрящих было немерено, поэтому как-то и было лайтово. Да нет, я про Беларусь вообще. Ну да. Лайтово относительно всего совка, я имею в виду. Ну, как лайтово? Так, был период вот этот вот такой массовый рубок этих массовых. Танзал на Танзал, район на район. Построили Зеленый луг 5, с Зеленого луга все пошли бомбить Зеленый луг 5, 6 и так далее. Вот что это вообще было? С чего это вдруг? Нет, это начиналось раньше. Ну, в 70-х. То есть я на велозаводе учился там в 3-4 классе, и были 2 точки. Одна там, где запускали, значит, салют на пересечении районов на Свислочи, а второе место тоже там, ну, возле шарикоподшипникового завода. И Шары. Там постоянно собирались, чтобы друг друга калашматить, ну а я все это так вот смотрел сверху. Кабан смотрящий был. Кабан смотрящий. А у меня были там боцман, крендель. Вот, боцман, крендель. такой человек. А потом же этот самый Щавлик был смотрящий вообще по Беларуси. И ну Щавлик тоже ушел в мир иной. Как объяснить, что такое смотрящий по Беларуси? Это касса, прежде всего. Все остальное формальности. Ну, я так считаю. Ну, надо, есть общак, есть деньги, они гуляют. Нужно, чтобы в общак поступал процентик. Но... Ну все, Ну, да, а логично, дальше да. уже А более дальше серьезно. греть пацанов на хате. Тебе не кажется, что вокабуляр сменился? Мы теперь как бы надо объяснять все, даже все прописные истины. Что такое хата, там, смотрящий, да? Это же люди ничего не понимают сейчас. Мы с тобой как бы вроде как на птичьем языке. Такие, Дело в том, что неделю назад я об этом рассказывал своему младшему сыну и дочери. Они оба позвонили и, ну, видимо, вот это посмотрели этот фильм. Ага. Как Сериалы? его? «Слово пацана». Да, да. Да, и сын позвонил: папа, это что, правда? Неужели? А ты был в Казани? Я ему рассказал свои казанские истории. Я с ляписами ездил. Да. Один раз съездил, потом 5 лет мы туда не ездили. И Почему? Как оно так рассказать? получилось? Ну, только у нас все покатило, вышли там альбом, там АУ, ты кинула, все вот это вот. И за хорошие деньги приглашают дать концерт в новом клубе в Казани. Значит, ну мы ехали в поезде, выпили хорошо. Утром выходим из поезда,
и я вижу кино, вижу 3 черных джипа, и вот такие вот люди с такими шеями, лысые, в черных очках и кожаных, и все трое в кожаных одинаковых куртках. Ну, не одинаковых, в черных куртках. И я Михалку говорю, ну, надеюсь, это не нас встречают. Оказалось, нас. И, Организаторы концерта? Организаторы концерта? Да, параллельно был концерт у группы «Парк Горького», и его отменили. Потому что надо пацанам освободить. Потому что у нас открытие клуба. Конечно, Парк Горького, да. И потом нас водили по Казани. Они особенно любили строчку «Я тебя все равно найду». Я не помню, что они любили. Я же говорю, 5 лет мы туда потом не ездили. Там такая, тема была, что нужно было все время кого-то унижать, чтобы нам было приятно. Ну, типа официантка или кто-то не так подрезал машину, значит, мы за той машиной едем, ее на тротуарчику, значит, начинаются разборки. А я говорю, пожалуйста, не надо, пожалуйста, но это было такое, понимаешь, гостеприимство. У меня получается, что вот эта параллельная история, да, когда типа у нас там какие-то там Вильнюс против досок, там с площадки рубятся это, а параллельно ты читаешь в газетах про Казань все время. Это было все время, какая-то сплошная история, как там эти, так вот это все сколько правда. сводки убитых, да, так вот это все правда абсолютно. И я думаю, что именно в этом есть некая популярность, вот этот взорвавшийся. Мы сейчас обсуждали, что есть 3 столпа русской культуры. Так. И русской идеологии. Брат 2, так. Бригада. Так. И вот слово пацана. Все. В принципе, все мы сформулировали. Или нет? Ну, ты сейчас скажешь, а где Миша Круг, да? А где Стас Михайлов? Это очень узко. Вот да, как бы ты объяснил сейчас детям? А как ты им объяснил-то, Господи, что ты им говоришь? Ребята, вот мы что мы? Ну, во-первых, я очень надеялся, что мне не придется объяснять, и что это все прошлое, и что это уникальность была в том, что это вот этот Советский Союз, вот его кризис, вот он потом развалился, и вот на этой всей пене оно все возникло. Уже он же началась эта вся история. Вот. Не до того, до развала. Да, или, но я думал, она закончилась. Ну, она не закончилась ничего. И мне кажется, что вот это то, что вот эта тема опять она бродит, но, видимо, неминуемо этот регион опять ждет там советско-белорусский, скажем так. Опять эта вся хрень, в связи с тем, что происходит. Но белорусы все-таки не похожи на это все. Ну, вот я говорю, у нас лайтовее было. У нас лайтовее и как-то более цивилизованно, что ли, никогда не было такого количества трупов. Там. У нас были... Я напомню про одного чудесного человека. Фамилия его Бельмо. Бельмо, конечно, я с ним знаком. Евгений. Был, да. Михайлович. Михайлович, по-моему. Да, жена у него любила петь. Она такая романтичная, она такая... У нас красивые были бандиты. Да, помню. И он поддерживал искусство. Вот. Я на этой теме и знаком. У одного музыканта отобрали клавиши, Андрея Жукова, если ты помнишь. Ну, конечно. И я присутствовал при разборках, когда Бельмо культурно объяснил этим ребятам, и они привезли, извинились, клавиши. Добавляем бульон, объясняем, кто такой Бельмо. Как объяснить? Уголовный авторитет. Он тоже был смотрящий. Он тоже смотрящий, да. И он был вор в законе. Он был в законе, и он, по-моему, был какое-то время смотрителем общака, И он уже был в возрасте, и он был очень такой на серьезных щах. Такой. Он никогда не был каким-то суетным. Не ругался. Не ругался матом. Общак – это сумма денег, в которую отчислялись от нелегальных заработков, скажем так, да, или криминального бизнеса, отчисляются деньги. Формируется общак. Из этого общака греют
людей в тюрьме, то есть покупают там сигареты, шметы, всякого. Решают вопросы. Решают вопросы, конфликты улаживают. Да. Или создают. Живут. Почему нужно объяснять? Потому что если в государстве не работают другие институты, то тогда это было и в Сицилии, и тогда начинает вопрос решать мафия, причем все. Причем даже если тебе с ментами нужны какие-то вопросы решить, ты к бандитам шел. Да. Я все это отлично застал со своим начинающимся шоу-бизнесом. Я тоже застал со своим арт-бизнесом. И я был в вашей галерее. Да, именно, не один раз. А я на твоих концертах всегда был. Тебе доводилось решать вопросы с помощью этих парней? Да. Да. Какого рода вообще вопрос? Деньги. Серьезно. Ну, я расскажу одну свою историю, важную, которая мне как бы, помогла определиться в этом смысле. Значит, мне нужно было на концерты, я привозил группу «Аукцион», группу «Звуки Му», последний проект, «Грубый закат», такая программа, Петр Мамонов, такой покойный. Вот, это прям был еще топчик такой, прям. Наш топчик. Да. Это все-таки андерграунд. Да. И на концерт нужны были деньги. И нашелся спонсор, который сказал, я готов это оплатить. И дал маленькую сумму, там, процентов 15-20. Я все сделал, концерты прошли, и нужно было давать гонорары. А человек меня кинул. А я, следовательно, кинул других людей. А уже паслись в студии у меня бандиты, которых привел саунд-продюсер Андрей Жуков. И они сказали, что, кто там не... Так давай, Женя, мы сейчас все быстро решим. Я говорю, а что, только не надо их мучить и ничего. Сейчас мы их перевезем и все решим. И они их нашли, это были два брата. И их привезли к нам на студию. И говорят, что с ними денег делать будем? Бабок у них нет. Давай я сейчас его к батарее здесь пока пристегну. И я сказал, большое спасибо, больше ничего не надо, отпускайте. Одалживал у папы деньги, отдавал свои долги. И больше я, не то что больше, а я решил для себя, что, я против того, чтобы кого-то пристегивали все-таки к батарее. Конечно, да. Не наши методы. А у меня была история с тем, как это была галерея, которая сама зарабатывала себя на жизнь, и вдруг нам предлагают поучаствовать в сделке по зерну. И мы как бы такие, собираем деньги. Раз, приходят все вагоны, оно продается, мы зарабатываем, опять продается, зарабатываем. Как ты догадываешься, в какой-то момент ничего больше не приехало. А мы уже такие... Это же были такие пирамиды. Это абсолютно, причем они нормальные давали доходность, а потом вдруг все. Схема была следующая. Значит, ты вкладываешь во что-то деньги. Человеку предлагается вложить во что-то деньги. И через месяц-два тебе дается сумма там на 30% больше. Да. Потом ты в следующий раз еще раз с этим человеком так договариваешься, ты даже не знаешь, что было с этими деньгами. И сумма увеличивается, ты все больше вкладываешь, это же круто, чем больше вложил, тем больше получил. И потом ты вкладываешь все, и на этом все заканчивается. А потом ты еще одолжил абсолютно. У кого-то и принес такую котлету, потому что тогда уже процент будет 50%. Конечно. А потом еще, потом уже ко мне приехали в галерею чеченцы, и я там летал по коридору. Да, это был бреющий полет такой, из одного конца в другой. Они, извините, запускали что-то или да, запускали такое, типа, фу.
Ну, вот так. Кегельбан. Так. Да, Кегельбан. И вот на этом все как-то и... Ага. Но, ты знаешь, если говорить про это, странное время в том смысле, что с одной стороны вот эти были бандиты, а с другой стороны у меня стояла очередь из реальных спонсоров на финансирование выставок. Почему? Блин, я выбирал, я не знаю. Ну, я им давал там право первой ночи покупить работы какие-то, прочие бизнесмены хотели тогда уже вкладываться в искусство. И это было вот прям парадоксально. То есть такой, я выбираю спонсора, нет, вот этого буду брать. И такие, мне тогда стегивают такие, типа, там, я говорю, мы участвуем в биеннале там, в Стамбуле. Вот такой, сколько ваш проект стоит? Столько-то. Ну, на те денег. Потому что они были шальные, и, наверное, поэтому они так легко как-то с ними Нет, но я ловил деньги, но не на таком уровне в те времена. У меня был вот этот вот самый молодежный центр «Время» в ДК тракторного завода, где были проплачены там и милиция, и все у меня было чики-пыки. У тебя там прям, И там у меня вотчина. были эротические шоу, первая эротика в городе, и собачьи бои. Тотализатор, где дрались кикбоксеры. И все это ночью для человек 50. Вот. Им нравилось. Эксклюзивчик такой, да? Ну, я был вынужден. И я был режиссером театра медицинского института. Да. И денег не хватало, надо было детей кормить. Объявил, что, извините, я ухожу, вот такой фигней буду заниматься. И пару стоматологов потом у меня в коротких юбках там ходили в качестве, как это, официантка, которая не просто официантка, еще так подмигнет. Блендер. Так. Суп. Ну, то есть суп, видишь, это такая масса из картофеля. Дай понюхаю. Да. Ну, да. И сейчас нам надо блендернуть его, чтобы перейти к следующей фазе. А ты пока рассказывай, как ты этих людей развлекал. Был на тракторном заводе известный, не был, а жил в районе тракторного завода известный авторитет, которого звали Партизан. Слышал ты про такого? Не помню. Не всех помню. Партизан ходил в шапочке Adidas, в красной мастерке на спине СССР. Я его раз 5 видел, он все время так выглядел. Ну и такой придет, сидит, пьет, не участвует в этих дискотеках, так поглядывает направо-налево. И Тихий человек. Да, один раз, 31 декабря, значит, на сцену этого кафе «Время» вышел Дед Мороз со своей развлекательной программой и с мешком конфет. Значит, устраивал там какие-то конкурсы. Партизан сидел, смотрел на него, смотрел на Деда Мороза, а потом его забрал с собой. И увез. А дело в том, что представление первое, и второе, и третье. И все билеты проданы? Ну да. Тракторный завод, всеми цехами по очереди там ходил. Вот. И таким образом меня позвали, я был студентом первого курса Института культуры, позвали, нужен срочно, Дед Мороз, и я по ходу узнавал эту всю историю. И вот 3 января вечером Партизан привозит этого Деда Мороза. Возвращает? Он его возил по Минским малинам, и тот поздравлял всех с Новым годом, 3 суток. Больше... Это тоже был студент, он был 4-курсник, больше его мы не видели, больше он Дедом Морозом не работал, и в кафе «Время» больше он не ходил. Но, ты знаешь, это какое это время шло, да? На каких фазах вот эти вот хвост этой ящерицы отваливался? Вот получается, если посмотреть сейчас на нашего восточного соседа, то он так и не отвалился. Я прошу прощения, там же была история, как их всех грохнули. Кого?
бандитов минских, Минск, авторитетных. да, Ты да, помнишь да. там... Конечно, так это же было как раз, собственно говоря, перед тем, как были политические убийства, до этого было 30 человек бандитов. Ну, нормальный хвост отвалился. Это не то слово, не то слово. Это была история, когда пошли политические убийства, и начали расследователи вынимать истории, что, оказывается, точно так же пропадали люди в лесу, и потом их просто около дома брали, куда-то увозили и больше не появлялись. И это, как оказалось, это была зачистка, как бы чтобы освободить поле для игроков Посерьезнее. да, посерьезнее, которые уже были, собственно говоря, такие чиновники. Да? Ну, да. И получается, что они убрали всю эту уголовную часть, потому что я помню даже, когда, помнишь, Торгэкспо такая была история, Да. когда под льготы, под безналоговую историю закупался алкоголь, сигареты, ввозился и дербанили там, я помню, что это был фонд Махмуда Асамбаева, такого танцовщика, там были Кобзон, Чеченские народные артисты. Да, народные чеченские артисты, и половина луковского аппарата, да, там танцевали. Да, деньги. И вот и получалось, что его захотел взять Щавлик, наш смотрящий, решил взять под контроль Торгэкспо. И Щавлика, собственно, первым и грохнули. Да? Это вот эта вся группа, которая Шейман, Сиваков, Павлюченко и прочее. То есть это как бы такая понятная история, что убрали. Но вот эта ментальность, удивительно, что вот это произошло, а ментальность, вот та, которая в России, да, есть, вот это такая романтизм криминала, да, у нас ее не прижилась. А теперь туда вливаем сливки. Так. Так. И доводим до вкуса. Можно добавить немножко воды, потому что это такая, видишь, густоватая консистенция. Чуть-чуть добавить воды. Сливки слишком жирные. Сливки жирные нормально. Да, сначала молоко. И сливки, и молоко. И сливки, и молоко. Сливки жирность высокая, молоко нет. И молоко дает чуть-чуть другую консистенцию, но мы можем добавить еще даже немножко воды. Да, так все, собственно говоря, все тут просто, да. Сейчас оно чуть-чуть еще проварится. А мне можно такой тоже фартук? Да, фартук? Нет. Ложку можно взять попробовать. Ну, я ел в своей жизни один раз вкусный картофельный. Один раз? Ага. Готовил такой музыкант Антоха МС. Я его оставил дома в деревне, сам уехал, и он приготовил суп. Попробуй. Там был лук. По соли. Не уверен про сливки. Делаем самую простую вещь, которую мы поджарим бекончик, чтобы немножко он даст соленый Мудро. соленость для этого. Хрустение, да. Хрустение даст и солености для супа. Вот смотри, что ты думаешь про вот эту вот эстетику? То есть белорусы, ты хочешь сказать, что если бы у Беларуси было все пожирнее, погуще, то она могла бы стать тоже такой, как Россия по ментальности? Нет, конечно. Нет, конечно. Слушай, ну тут вообще нельзя сравнивать. Именно, так же, как и сложно представить белоруса, который тащит стиральную машину на линию фронта. Белорус видит свою родину, это вот такой, ну, достаточно понятный как бы размер. Вот у нас хоть размер города, хоть размер страны, он достаточно понятный. Да, логично. Да, а там же собака на сене. Русским быть это big problem. У тебя как будто все время что-то может хотят откусить. Тебе так кажется. Ну да. Не, у нас другая ментальность. И вообще я хочу рассказать кое-что на эту тему. Давай. Вот Минская тюрьма, Володарка. Да. Дело в том, что просто я как-то, ну, у меня была программа такая, «Закон в натуре» называлась на Еврорадио, где я приглашал артиста Сиропа и его друзей, которые рассказывали, как выживать в трудных условиях. И
брать шерстяные носочки или что там. Ну и в интернете сидел как-то, смотрел материал, что-то про Володарку. Значит, а потом выяснилось, что там до конца 60-х было противостояние двух систем, европейской и уголовной российской. До конца 67-го года неблатные держали Володарку, короче. А кто? Это были те, кого посадили в конце 30-х и потом во время войны и после войны, короче говоря. Не, ну во время войны только немцы могли садить. Ну, значит, после войны садили западенцев с Западной Белоруссии. Да. Там среди них были воры и свои уклады и уставы воровские. Но там еще и политические были. По европейским уставам они очень во многих моментах входят в противоречие с имперской системой уголовной. Абсолютно. Ну, например, если ты европейский вор, то ты можешь чем угодно заниматься, любой профессией работать. Ну, скажем, я бродобрею, а я там номерки подаю. Как бы, если ты вор назвался, то ты не можешь работать, даже паспорт они же не впадлу работать, нельзя работать. В Минске сидели, видимо, достаточные по количеству и уважаемые воры с европейским, не европейским, а с европейским ментальностью. Да. И поэтому... Но интересно на самом деле. Мы на стыке и таких цивилизаций тоже. Да. Ну, кстати, да, вот понимаешь, это получается, что мы на стыке много чего, и в том числе вот этих ментальности криминальной, да? Да, и на самом деле, и вот этот... Вот смотри... Слушай, а вот в чем, кстати говоря, в чем, мне кажется, основное здесь, опять же, Рубикон, да? Это в уважении к персоне. То есть либо система, либо персона. И даже в уголовном мире, российском, это прежде всего к системе уважения. Персона всегда вторична. Да. А европейская цивилизация... И смотри, это вот важный момент, по нему... Для меня и война, которая сейчас идет, она тоже по этому же принципу. Да, абсолютно. Персона, либо система. Либо система, да. И знаешь, еще там получается, что если брать наших восточных соседей, то там еще получается, что вот эта вещь, и плюс еще по справедливости или по закону. Да? Как мы живем. То есть, вот типа мы по справедливости живем. И нам объяснил это и брат 2, и бригада объяснила, и пацаны объяснили. Абсолютно все нам верно. Объяснили, блин. Да, есть такой момент. Что типа не имеет значения типа ваши законы, потому что у нас есть высшая справедливость. В чем сила, брат? Сила в правде. Херня. А правда вещь очень ускользающая. Она даже... И она обычно там, где сила. В чем сила? Правда, а в чем правда в силе? В силе, конечно. Замыкается. Такой вот баян. А ты молчи. Да, тебя не спрашивали. Я тебе скажу, что у нас уже в принципе все как-то... Зашкварчало. Зашкварчало уже, мы можем в принципе сервировать стол. Ну что, мы с тобой можем приступить, но на вакансию надо еще занять, потому что мы же... Девочек вызовем? Нет, одно место. Каких девочек? Две девочки сядут. У нас же на троих здесь.
Понимаешь? У нас сегодня день такой, полоса такая. Игорь Сигов. Человек по понятиям. Давай, пока я разложу суп, а ты пока расскажи, где твоя юность прошла. О, так прямо. Да. У нас такой день сегодня, понимаешь, что... Ну, вообще, родился я в город Полоцк такой, знаете, Витебская область. Нормальные пацаны там. Самый старый город, между прочим, в Беларуси. Кстати, да. До 862 года основания. Да, вот там я, в общем-то, до 86-го я закончил школу, а потом армия, потом институт в 90-м. В 90-м, ну, уже институт в Минске. Дрались стенка на стенку? Не, ну это было на танцплощадках. Я, конечно, небольшой любитель, то есть вот этого. Как тоже любитель, но иногда так Да, втягивало. но на танцплощадку ходил, да, и пару раз пришлось участвовать в этих делах. Но там самое главное что? Когда все бегут, и ты беги. Да. Если все стоят, и ты стой. То есть этот закон я усвоил. В Полоцке или на выезде? Нет, в Полоцке. Но у нас было два там... Дякую. Дякую. О, спасибо. У нас там было... А это что, декорация? Что, мы сейчас за пацанов или что это будет сейчас? Не, ну за каких пацанов? Подожди. Вот Давай. именно. Давай какую-то. С увидом, что ли, за встречу? За встречу. Я встречу. Бум. Не, ну так любой картофельный будет вкуснее. Скажи мне такую штуку. Ты вот «Брата 2» смотрел? Отрывками. А «Бригаду»? Отрывками. А вот этот сейчас про пацана? Не смотрел. С 24 февраля 22 года я не снимаюсь в российских сериалах и кино. И не смотрю. А почему? Понятно. Странно, да? Как-то сложилось. А скажи мне, ты вот если вот эти опорные точки такие, киноопорные точки взять, у тебя есть ощущение, что это какая-то ось, на которой там эта Россия стоит? Ну, я бы сказал так, что поскольку и мне приходилось сниматься вот до того, как я снимался в российских сериалах, то есть приходилось сниматься и в бандитских сериалах тоже. Кого играл? Было криминальным авторитетом. Нормально, Да. хорошая работа. Вот. Доплачивали? Нет, но снимались с реальными пацанами с Питера, реальные пацаны, которые, понимаем, да, реальные пацаны. Вот, и, в общем-то, я думаю, что и вот эта культура, которая стала, ну, как ни странно, «Бригада», даже, насколько я не ошибаюсь, сам режиссер говорил, я не думал, что он снимал не про то фильм. Ну, то есть для того, чтобы... То есть «Бригада» должна была вызывать, наоборот, отрицательные эмоции. Да, но... Получилось, что как бы наоборот, и это стало видишь, каким-то... Что бы они ни делали, у них всегда получается атомная бомба. Ну да. Вот, кстати, сказать про 24 число. Вот это та эстетика, которая доминирует, начинает опять доминировать там в России, да? Вот этот вечно обделенные люди, которые становятся какими-то авторитетами или там просто бандитами, гопота, бла-бла-бла, понятно. Ведь сейчас вернуться, вот, ну не сейчас, когда кончится война, она когда-то кончится, все войны заканчиваются, да. Вот эти люди, их там сколько, сотен тысяч, да, они вернутся в свои вот эти города. Но они уже возвращаются. Да. Я уже видел парочку видосов таких, что меня... И это, ну, как бы это то, что ждет Россию в будущем.
А То есть мы будем возврат. с Россией братской или нет? Там вот в этом мракобесии? Или нет? Я верю, мне хочется верить, что нет. Потому что это, А на чем твоя вера? если говорить по этому самому, то это беспредельщина. Ну да. Если мы говорим, ну, то есть Да. это просто беспредел. А все-таки, если говорить там о братских законах, то, что я знаю, я в том плане, когда снимался, был у меня опыт, я общался с авторитетами в Белоруссии, да, так как-то сложилось пару раз, ну, то есть, и я понял, что это за люди. И передать взгляд или то, как на тебя смотрит вор в законе, и это сыграть, то есть это достаточно сложно. Это надо иметь за собой все-таки Бэкграунд. тот груз, да. Вот, но все-таки там не было беспредельщины. Ну, то есть там были понятия, там было уважение, статус и так далее, и так далее. Да. Вот. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы Беларусь все-таки Вот я вышла. знаю, прошу прощения, что я младший, перебиваю вас. Город Гомель. Морозова банда, помните такую? Ну да, конечно. Ну, это тоже... Это такая легенда. Это страшно. Ну, да, Это да, страшно. То есть я просто, ну, как-то хотел программу про это сделать, и как окунулся, и там на бензоколонке эти головой играли. Ну, да, там беспредельщики сумасшедшие реально, сумасшедшие. То есть показательный Беларусь, то есть Беларусь это тоже зачепило. Нет, ну, во-первых, эта вся история зацепила, если уже мы говорим про Советский Союз, и, то есть когда все входило, это начиналось оттуда все. И поэтому все эти республики, которые входили в состав, так или иначе, это все равно зацепило. Слушайте, ну у нас же даже такого в сфере культуры, искусства, даже таких продуктов нет, да? Вот как бригада, как там, вот эта романтизация уголовки, да, то есть в чем правда, брат, сила в правде, там, вот эта вся мотня. Она же, ее у нас как бы, она у нас в искусстве нет ее, или есть? Нету, наверное. Ну, я не могу примерно ничего так не вспомнить. вспомню. Ну, если говорить про кино, то, в общем-то, ничего такого не снималось. Да. Ну, во-первых, потому что все-таки в Беларуси такие вещи снимали именно россияне, приезжали в Беларусь. Ну да. Вот. Для себя, собственно. Да. А Беларусь, как правило, снимала про что? Про Великую войну. Отечественную войну, да. Партизан-фильм. Вот, так что, наверное, эта культура, она тоже была привнесена в Беларусь. Мне, к слову сказать, я тебе скажу, что «Партизан» фильм для меня это точно такая же, это перегиб в другую просто сторону, но эта романтизация войны, она тоже задолбала, потому что это тоже абсолютно искаженный какой-то взгляд, учитывая, что у нас есть спектакль, называется «Твоеробейка», да, то есть это где по книге, которую собрал Змитер Бартосик, и это потрясающая книга на самом деле, истории людей старых, пожилых, которых 2 года собирал, и они рассказывают о том, что такое была Беларусь во время войны. Вот просто целые истории, да. И ты понимаешь, что это была не наша война, никакого отношения мы к ней не имели. Просто на нашей территории началась эта рубка, да. И получается, что там осуждали все полицаев, а потом выясняется, что были и полицаи хорошие и плохие, были и командиры красные хорошие и плохие, и немцы хорошие и плохие, да. Что у нас все было это вперемешку. А тут такая романтизация, вот мы все советский боевой народ. Ну, была такая политика. Была такая Но мы и политика. были в общем-то, советский боевой народ. Ну, отчасти да, то время. но у нас же было и 400 тысяч полицаев, понимаешь, в первой фазе войны. Мой дядя просился в Минске в Гитлер-Югент, потому что всех брали там с 15 лет, а пайки давали. А бабушка на руках имела 5 детей, один уже умер старший, и он просился, его не взяли, а потом всем этим Гитлер-Югентам 15-летним, которые за пайком туда пошли, 10-15. Да.
лагерей. Строгого режима. У меня ощущение, что у Беларуси есть, нету вот этой ментальности, которая есть у русских, да, но есть эта угроза. Ну, есть, потому что, ну, во-первых, как бы там ни было, Беларусь и Россия все равно смешалась уже. То есть она на сегодняшний день в смешанном состоянии находится, правильно? Ну, То она есть смешана, но все-таки мы- ментально мы очень... Вот, ты чувствовал, когда ты снимался с русскими? У тебя было ощущение, что это прям вот твои там... Слушай, ну, конечно, Нет, было. ну- Да у нас полминска такие русские, на самом деле. Ну, в 60-х годах приезжали окончившие вот так вот институт, инженеры, Мои там, родители- военные. мои родители бы, так и- приехали. Ну, вот видишь. В то есть, 60-х годах? Ну, то есть, Но в итоге они стали белорусами. вот. Что, воздух, болото еще не досушенные. Но что-то происходит, потому что я знаю такой... Да тот же Бартосик, которого ты вспомнил. Да, который тоже. Он же из нижегородских купцов, Да, на да, самом да, деле. да, да. Он белорус, он по-белорусски разговаривает. То есть и Ну, поживет, подышит. Беларусь не только становится тот, кто белорусом. говорит по-белорусски, а все-таки... Нет, Я имею в виду, что он в культурном поле. понятно, да. Ну, я скажу про то, что да, ну, то есть ментально, то есть белорус отличается от россиянина, как бы там ни было. Ближе к То есть, европейской ментальности. да. И белорусы, Нет, они более Менее соборные. толерантны, что ли. Но, Ну, да. то есть, да, они Да. больше... Как ни крути, толерантно. Ну да, и это, и возможно, это как бы и в какой-то степени и минус, потому что мы не можем так, чтобы вот сразу шашку и... Да-да-да. И Нет, рубить. ну, я не знаю, что-то. Я, знаешь, уже на нескольких программах мы это обсуждали, и вот у меня нет ощущения, что это хуже. То есть, что это хуже, да, что не достают шашку сразу. Я не знаю, как правильно. Сложно, очень сложно сказать. Да что-то пора бы им уже шашку достать. Тоже Ну, всё уже не да, достают. уже пора бы тоже, да. Сейчас уже пора бы, да. Но вот это, по-моему, такие белорусы такие толстовцы, да, такие непротивление злу насилием. Да нет, не непротивление, а отшапитесь. Да, дайте пожить. Нет, ну, я думаю, что вот сейчас, глядя на молодежь даже, и даже вот на 20-й год, да, и когда ты смотришь на этих людей и видишь сейчас молодых людей, которым там, хорошо, если 20, и как бы они абсолютно стоят за Беларусь, за демократическую Беларусь, и они готовы бороться за нее, а это дорогого стоит на сегодняшний день. Потому что, ну, мы с вами уже так немножечко, да, пожили там в Союзе, повидали это, и как бы мы можем рассуждать на тему, где хорошо, где плохо, а там может быть так и так. А у них однозначно, что хорошо это только вот так. Ну да. А знаешь, И еще... это здорово, на самом деле, я в этом отношении их поддерживаю и буду поддерживать до конца. Абсолютно. Но все-таки в этом разговоре я хотел бы тут как бы заступиться за блатных русских. Дело в том, что, ну, ты в начале разговора еще тоже вспоминал, что русская империя, то есть это еще вообще до совка, вот и сленг, и этот идиш, который там внутри блатного лексикона. Все-таки это система, которая противостояла укладу. Имеется в виду укладу, ну, советской власти. Понятно. Нет, То есть и это контркультура. Контркультура, по сути, да. И они со они своим звери, контркультурным волки, кодом. да. И у них даже гуманность иногда была. Они были более гуманны. То есть... Так я тебе скажу, что если вот почитать там, допустим, того же там Щеранского, да, книги, который-то, он-то вел себя абсолютно как отрицал его, то есть в тюрьме, правозащитник, блин. И он даже говорит, что самое большое, самое близкое тело к уголовным – это правозащитники.
Ну, потому что те же самые принципы, просто они, ну, с другой стороны, да, но они точно так же влияют. Надо заступаться за других, да, надо там помогать, надо оно все работает, как бы. Более того, там, вот, когда ты там вилку должен съесть, да, там, или еще что-то, чтобы не пойти с системой. Да, это такая, поэтому так привлекательно, наверное, вот этот мир этот, да. Ну, опять-таки, я же не к тому, что я не хочу сказать, что я там, ну, я готов, поддерживаю там, да. Я, допустим, их прекрасно понимаю, и мне, ну, грубо говоря, импонируют именно воровские законы в плане понятий, да. Ну, то есть там вот ты отвечаешь за свои слова. Ну, вот просто, да. Ты отвечаешь, ты сказал, ты должен это сделать. Ты не сделал, ты ответил. Так или иначе. То есть это как бы очень понятное для мужиков, да, ну то есть очень понятно, очень простое, и это как бы достойно, ну, не знаю, ну, уважения хотите, ну, то есть вот так скажу. Поэтому... Или понимание, скорее. Они же там, эти совковые авторитеты, воры в законе, они тоже не могли, это их уже потом рынок испортил. Да, они же тоже впадлу считалось быть богатым, на самом деле. И лишнее есть, условно говоря. И отдавали, в общак отдавали больше, на чем зарабатывали, говорят. Думаю... Персональный наш вопрос. Кто сколько там отдал. Ну, я во всяком случае, когда я играл криминального авторитета, то я тоже пытался его, ну, как бы очеловечить. Но Дон Корлеоне в «Крестном отце» тоже привлекательный персонаж. Да. Но я вам так скажу, я не хочу сравнивать, но зло, оно всегда привлекательно. И оно привлекательнее, чем. И оно умеет тебя быстрее соблазнить на свою сторону, нежели чем какие-то праведные. Ништяков больше. А поэтому и играть злодеев куда гораздо интереснее, потому что там палитра красок, то есть ты можешь. Да. Вот если брать белорусскую как бы криминальную среду, да, ее ведь, ну, вот там, что такое русский уголовник, это целая такая, ты сказал, и вплоть до роли Сегова, да, вылетела куча всего. Белорусский криминал – это ничего не говорящая фраза. Мы с тобой вспоминали, как поубивали всех этих уголовных авторитетов, да? А получается, что у тебя правил, по которым ты говоришь, вот эти правила, как бы какие-то правила, их уже не существует. Да? Поэтому говорят, там все зоны красные в Беларуси. Это значит, что там тоже идет искажение. То есть там тоже стукачество там, и прочее. То есть этих нету. И я как понимаю, сейчас никаких смотрящих уже нет. Потому что я помню, когда был момент, когда было принято решение не назначать. У нас он один смотрящий. Смотрящий, да. Один. Не озвучивать. Он успевает. Они даже кого короновали, они кого короновали, они не озвучивали это. Потому что не знали, что его вывезут в лес и расстреляют. Все. Нет, то есть, поэтому получается, что мы, как это сказать, все болезни общества и в тюрьме такие же? Ну, мне просто кажется, что сейчас весь криминал перешел наверх, в Беларуси, во всяком случае, и сам пишет законы. Да, и все чиновничество такое, то есть они вот, как бы сами все контролируют. Поэтому сейчас... о каком ну, то есть о чем мы можем говорить? Ну, то есть то, что происходит. Криминал научился разговаривать без фени, умеет строить планы и принимать отчеты. Причем на официальном уровне, да, и даже по телевизору, через телевизор. И поэтому, конечно, тут блатная культура будет вырождаться. А что ей придет на смену? То, чего боятся сами уголовники, это беспредел. Беспредел как раз, конечно. Так оно так и идет, да, то есть в принципе логика такая. А в это время в России будет что? Там какой будет процесс? Точно такой же. Только на нас мы маленькие, я про Беларусь, можно маленькие эксперименты откатывать. Быстрее все происходит.
Но у вас вообще оптимистичный взгляд на вот эту белорусскую развитие, как это, не криминального, а вот этого мира. Оптимистичный, что он такой не коснется там российской эта зараза попадет или не попадет к нам? Нет, так что значит не попадет? Она уже попала. Но она это- попала. Кто ее тут, ты ж Но помнишь, она как с этим коронавирусом? Вот же он, вы уже его не видите, а он есть. Нет, ну понимаешь, одно как бы то, что еще смотрят сериал какого-нибудь там «Слово пацана», еще не значит, что оно прижилось. Потому что белорусы... Нет, это просто так всех вообще взбудоражило это слово «пацан». Дело в том, что действительно родители, видимо, детям не рассказывали, у детей были другие фильмы, другие игры, а тут они это увидели и офигели просто. Вот. Да И- нет, на самом деле, ну, то есть, что, в общем-то, если так брать, ну, грубо говоря, родители сейчас, ну, если говорить, ну, то есть не о нашем поколении, да, а вот поколение, которое было рождено при, Бэби-бумеры. да, и которые знали одного президента и ничего больше. И, то есть, и как бы истории там Советского Союза и то, что было там до 90-х, то есть они вообще не знают, да, потому что им, во-первых, это не преподавалось, ну, то есть там, а если преподавалось, то преподавалось в той форме, которая была удобно выше. Вот. Поэтому я не думаю, что, во всяком случае, молодежь или там дети, которые сейчас имеют массу информации из интернета, из чего угодно, из соцсетей, где они могут насмотреться всего, чего угодно, и как бы понимать настолько, что ой, это, ну, правда было, может быть, и такое и есть, ну, то есть, что неужели это так было? Возможно, для них это нет такого, ну, это вообще сюр. А мне кажется, что им просто это настолько, ну, как бы не важно, не интересно, то есть вот эти там, что такое авторитет, что такое там говорить по фене или там вообще какие-то воровские законы, потому что они живут совершенно другой жизнью. Ну, я имею в виду, то есть у них другие абсолютно интересы. Уже не Они так, хотят- уже, конечно, не так, уже не той же они жизнью живут. Ну вот сколько убежавших этих 20-летних белорусов, а кто не убежал, тот прошел через уже тюрьму. Уже они не могут, ну они уже знают, что такое блатной, кстати говоря. Но ты посмотри, у них опыт с нашим не сравнить. Они в свои годы, они пережили уже там революцию, удавшуюся, неудавшуюся, да, пандемию и гибель кучи людей, войну, некоторые по 2 эмиграции, то есть из Беларуси в Украину, из Украины там, в Польшу. Это такой набор, это набор военного времени, блин, адский. Адский. У нас такого до нашего возраста не было. А мы еще живы. Мы вместе с ними это все Да, переживаем. но я говорю, что нам и к их возрасту вообще ничего не было. Мы какой-то совок там посмотрели, этот адский говёный, и все. Ну да, нет, так мы, у нас и воспитали, что мы воспитывали, что мы верили в том, что мы боги Вот, Советского Союза. вот, Что я еще Советский подумал. Союз это Да, вот. это мощь. Я, знаешь, что думал недавно? Думаю, а ведь я, когда был там, условно говоря, там в старших классах, да, я же понимал, что я за границей не буду никогда. Как ты ошибался, да? Как ты ошибался? И как повернулся? Как повернулся? Курица не птица, Польша не за границей. Да. Ну, так самое страшное, что, в общем-то, и не хотелось. Вот в чем, ну, то есть... Да, такой как бы нужно. такой Не, ну вот типа нужно. классно было бы, но такой, У меня было другое, я очень сильно хотел. Я хотел убегать подальше, в Европу, посмотреть, что это такое. Посмотрел? Отлично. Нормальные группы. На концерты хожу. Вот. Не, ну понятно, но опять-таки это началось, ну, когда, ну вот если, то есть это 80-е, да, то есть когда уже такая какая-то пошла непонятная. Когда- Я когда, считаю, то что есть, где-то 91-й. Когда, там, помните, «Спутник»,
это название, комсомольцы придумали такую тему, когда вывозить на автобусах в ГДР, в Польшу, в Чехию. Это называлось «Спутник». Но опять-таки это Тогда и в советские республики, ну то есть в принципе тогда же они, правильно? Давайте зарезюмируем. Давайте. Жень, давай, скажи мне, как оно что сам? Значит, смотрите, было страшно, но вы не волнуйтесь, будет еще хуже. Да, это взгляд оптимиста. Игорь сейчас скажет, как пессимист, не будет. Нет, я скажу, что все будет хорошо. Просто Вот нужно в это верить, и нельзя расслабляться ни в коем случае. То есть нельзя опускать руки, нельзя опускать веру в то, что все, опять все рухнуло, опять все. Ни хрена. Пока у нас такая молодежь, пока у них энергия, у них колоссальная энергия, и просто ее нужно подпитывать нам, кто постарше, просто их поддерживать. И если мы их поддержим, то все у нас будет замечательно. Я возьму твою точку зрения, и мы победим тогда его. Мы всех победим. Позовете. Спасибо, что были, что ели этот суп, и что мы Спасибо, как-то что пригласили. перетерли за пацанов. Когда мы сегодня беседовали, я себя ловил на мысли, что есть уже несколько поколений людей, которые вообще не понимают, о чем мы говорим. Какие-то авторитеты, какие-то бандиты, какие-то стрельба, что? К батарее привязали. Что за бред вообще? Какая батарея? Зачем? Ну, вот так получилось, привязали к батарее. И потом я понимаю, что, наверное, мечта для всей Беларуси была бы, если бы это так и оставалось для этих поколений вот таким бредом из прошлого, в который и поверить-то невозможно. А если эта угроза есть, то нужно сделать все, чтобы она как-то рассосалась, чтобы мы как-то про это дело и сами уже подзабыли. А то мы что-то слишком много этого помним. Ваше здоровье. Владимирский Централ, ветер северный.